Главные события уходящего четверга, 15 мая, в материалах наших корреспондентов. Это итоги дня. В студии Петр Васильев. Здравствуйте. Вот основные темы выпуска. В Стамбуле сегодня должны состояться предложенные Владимиром Путиным переговоры с украинской стороной. Попытка возобновить диалог, прерванный Киевом в 2022 году. Узнаем подробности. В Жатайском затоне подтопило суда. Одно ушло полностью под воду. На месте работает оперативная группа. В ближайшие сутки у Ленска возобновится рост уровня воды. На участке Витим-Пелейдуй наблюдается прохождение второй волны весеннего половодья. Не просто возможность для развлечения, но и важный элемент развития и воспитания. В период проведения летней кампании этого года в Нюрнбергском районе планируется открыть 16 детских лагерей. Фонтан на площади Республики в Якутске может заработать раньше срока. Тем временем официальный запуск намечен на День защиты детей, 1 июня. Переговоры России и Украины в Стамбуле были перенесены на вторую половину дня по инициативе турецкой стороны. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее источник агентства ТАСС сообщал, что российская делегация прибыла в Стамбул. Переговоры между делегациями России и Украины должны были начаться около 10 часов по Москве. Однако источник уточнил, что встреча изначально ожидалась ближе ко второй половине дня. Российскую делегацию, напомню, возглавляет помощник президента России Владимир Мединский. Также в нее вошли замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил страны Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин. Как подчеркнул российский президент, смысл этих переговоров состоит в том, чтобы, прямая цитата, устранить первопричины конфликта, выйти на установление долгосрочного прочного мира на историческую перспективу. Как это было уже заявлено неоднократно, российская сторона настроена на серьезные переговоры. Российская делегация прибыла в Стамбул и готова к серьезной работе. В социальных сетях и мессенджерах распространилось видео с Жатайского затона. Произошло подтопление судов, одно из них полностью ушло под воду. На кадрах видно, как судно постепенно погружается. О пострадавших не сообщаются, причины происшествия в настоящий момент неизвестны. Рабочая группа правительства Якутии выехала в Жатай. Согласно предварительной информации ЛОРПа, буксир находился в пустом состоянии и готовился к утилизации. На борту топлива не было. На вечер 15 мая на участке реки Лены Витим-Пелейдуй Ленского района наблюдается прохождение второй волны весеннего половодья. Уровень воды за сутки повысился на 50-70 сантиметров. В ближайшие сутки у Ленска возобновится рост уровней воды. Густой ледоход на Лене продолжается на территории Хангаласского района и Якутска. Нижняя кромка ледохода наблюдается ниже микрорайона Кангаласы. Верхняя – у Алекминска. Активный ледоход начался сегодня на Лене у поселка Сангар Кобейского района. Вскрытие реки произошло из-за выхода воды из реки Алдан. Стоит отметить, что в данный момент группа МЧС России находится в Намском районе. В ближайшие 2-3 суток ледоход на реке Лена ожидается на территории Намского района. В населенных пунктах Идейсы и Партизан Намского района сегодня приступает на дежурство спасатели МЧС России для оказания всей необходимой помощи населению данных населенных пунктов. После прохождения ледохода на реке Лене между Якутском и поселком Нижний Бестях будут ходить более 10 паромов. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Якутии. Примерно 23-25 мая флот будет выводиться поэтапно. В пиковый период будут работать 14 паромов, в том числе 10 судов паромов Якутии, 4 судна ассоциации «Аям». В эти дни паромная переправа уже работает на реке Амга в районе села Битюнцы. В ближайшее время с учетом открытия судоходной обстановки планируется начало работы переправ на реках Белюй и Алдан. К другим темам. 5 лесных и 5 ландшафтных пожаров ликвидировано в республике за минувшие сутки. Об этом сообщили в оперативном штабе. В результате космического и авиационного мониторинга обнаружены 1 лесной и 2 ландшафтных пожара в Абыйском и Верхоянском районах. К утру сегодняшнего дня в республике продолжали действовать 1 ландшафтный и 1 лесной пожар. Очаг возгорания последнего локализован. До конца дня планируется его потушить окончательно. Всего же с начала сезона в республике ликвидировали 238 природных пожаров. Площадь, пройденная огнем, составила 22 063 гектара. Оперативность тушения на сегодня составляет 64%. Особый противопожарный режим продолжает действовать в Верхоянском, Усть-Алданском районе и городском округе город Якутск. Режим чрезвычайной ситуации в лесах установлен в Верхоянском районе. С начала сезона
Установлено 17 виновников природных пожаров, составлено инспекторами лесного контроля, инспекторами по надзорной деятельности 42 протокола за нарушение правил пожарной безопасности. Тем временем все больше жителей республики попадается на отточенные до совершенства схемы мошенников. Как преступники втираются в доверие, какие психологические трюки они используют, знает Вероника Таюрская. Порядка 800 преступлений в сфере мошенничества было зарегистрировано на территории Якутии с начала года. Только за первые 4 месяца общий ущерб составил более 258 миллионов рублей. Печальную статистику больше всего пополняют жители Нерюнгринского, Мирнинского, Намского районов, а также города Якутска. Наиболее излюбленной схемой киберпреступников остаются госуслуги. В последнее время мошенники стали использовать две своих излюбленные схемы, но их модернизировали и сделали так, что сначала они звонят человеку и под любыми предлогами выманивают из него код. После того, как он продиктовал код, они либо скидывают ему кучу смс о том, что его аккаунт взломан, либо же пишут ему от имени техподдержки госуслуг и говорят, что его аккаунт взломан. После этого человек, конечно же, верит, что он продиктовал код мошенников, а в данный момент ему звонят сотрудники техподдержки госуслуг. Соответственно, он начинает им верить и уже выполнять все их указания. Попасться на уловки мошенников могут все, как студенты и доктора наук, так и пенсионеры. Они сказали, что они от моего имени могут быть переведены деньги в фонд поддержки Украины, терроризму, какой-то РДК назвали, по какой статье могут меня привлечь, если я от моего имени будут переведены средства. Конечно, человек я уже в возрасте, я поверила им. Так как первоначально они говорили, что вначале вышел мой руководитель через телеграм-канал. Специалисты отмечают, что мошенники – хорошие психологи. Они используют распространенные приемы, среди которых и всем известный гипноз. Гипносугестия – это очень большой спектр техник. Заключается в том, чтобы внести человека в полутрансовое состояние, обойти его барьеры. У каждого человека есть защитные барьеры. Обойти эти барьеры и, соответственно, втереться к нему доверие. Единственный способ, если вы поняли, что вами манипулирует, то это закончить разговор. Как показывает практика, преступник действует не один. В его команду входит программист, оператор и другие люди, заранее распределившие роли. Все их действия отточены. Таким образом работает целая преступная сеть, которая может находиться за границей, что и затрудняет их поимку. Обычные правила и соблюдение цифровой грамотности не только поможет не попасться на уловки мошенников, но и сохранить свои кровно заработанные. Вероника Таюрская, Нюргун Старостин, Семен Семенов, Якутск. В Якутии действует целый комплекс мер поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. Одна из них – помощь в газификации жилых домов. Так можно получить единовременную выплату в размере 150 тысяч рублей для проектирования и установки оборудования. Из средств федерального и регионального бюджетов предоставляется субсидия в размере до 202 тысяч рублей. Она покроет расходы на строительно-монтажные работы и покупку российского газового оборудования. С 2022 года на субсидию получили 27 участников специальной военной операции, членов их семей на общую сумму 4 миллиона рублей. На 2025 год заявились 10 муниципальных районов и городской округ в городе Якутск. Предоставление единовременной помощи и субсидий позволяет существенно снизить финансовую нагрузку на семьи военнослужащих и обеспечить комфортные условия проживания участников специальной военной операции и членов их семей. С начала года волонтеры регионального штаба акции «Мы вместе» в Якутии ежедневно оказывают помощь семьям мобилизованных и формируют гуманитарные грузы для участников специальной военной операции. Сейчас волонтеры принимают различную помощь от населения организаций, занимаются пошивом одежды, подготовкой маскировочных сетей, а также комплектуют индивидуальные посылки, которые будут направлены в зону СВО. Гуманитарный центр движения «Якутия с тобой» расположен, напомню, по адресу Бестужева-Марлинского, 5, за зданием ДОСАВ. Здесь также продолжается и прием помощи и сбор индивидуальных посылок для бойцов. Центр открыт ежедневно, кроме воскресенья.
В рамках районного фестиваля «Творим вместе» воспитанники детских садов Мирнинского района и их родители поучаствовали в благотворительной акции по изготовлению игрушек. Все собранные игрушки направят в реабилитационный центр Мариуполя, где они принесут радость и поддержку детям, нуждающимся в заботе и внимании. Подробности в следующем сюжете. Это не первый раз, когда воспитанники детских садов Мирнинского района участвуют в благотворительной акции. В прошлом году дети с родителями отправляли книги в Донецкую Народную Республику, демонстрируя свою готовность поддерживать детей в трудных ситуациях. Наш детский сад реализует волонтерское движение. В общем-то, мы уже 3-й год являемся волонтерами и участвуем во всевозможных акциях. Мы помогаем нашим горожанам, мы отправляем какие-то такие маленькие небольшие посылки радости со сладостями и полезными вещами нашим бойцам на СВО. В этом году дети с большим энтузиазмом создавали мягкие игрушки, куклы и другие поделки, вкладывая в них свою любовь и заботу. Родители активно участвовали в процессе, что сделало мероприятие не только полезным, но и объединяющим для семей. Замечательная игрушка Буратино была создана родителями и ребенком вместе. И когда нам ее принесли, да, действительно, даже было жалко девочке расставаться с этой игрушкой, потому что она вот так замечательно мамой была связана. Но когда мы сказали, что наши все игрушки поедут в реабилитационный центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, то, конечно же, как бы жалко не было, но наши дети уже привыкли совершать добро. Так как мы волонтеры, она с удовольствием эту игрушку передала и сказала: у меня и много таких игрушек, и пускай теперь вот этот вот замечательный Буратино принесет кому-то радость и в другом городе. Все собранные игрушки будут отправлены в Мариуполь, где они принесут радость и поддержку детям, нуждающимся в заботе и внимании. Эта акция стала прекрасным примером доброты и солидарности, а также важным шагом в воспитании у детей чувства ответственности и желания помогать другим. Анна Васильева, Мирный. Тем временем в столице республики развернулась первая выставка республиканского бессрочного фотопроекта «Семья героя». Организатором стал Союз семей «Память воинов СВО» при поддержке Фонда защитники Отечества и Госсобрания «Илтумен». Подробности у Даяны Федоровой. За каждым героем стоит семья, которая продолжает жить и хранить память о нем. Со слезами на глазах родители и жены бойцов чтят память и делают вклад в сохранение исторического наследия. Мать одного из героев, Антонина Мачитова, с теплотой и трепетом делится воспоминанием о своем сыне. 9 марта улетел 23-го года. Находясь там, он рассказывал не про войну. Он постоянно рассказывал про природу, про то, как жили люди, про цветы он мне постоянно показывал, о том, как там все цветет. Семья героя призвана объединить якутян перед лицом утраты и увековечить память тех, кто отдал свою жизнь во имя Родины. Каждый снимок – это не просто изображение, а целая история о верности и гордости. Здесь всего представлено 32 фотографии, 32 истории семей. Героями снимков являются родители, бабушки и дедушки, жены и их дети. Одной из тех, кто также принял участие в фотовыставке, стала Мария Маркова. Ее сын Иван Скрябин был на СВО с самого начала. Как мужчина, как сын выполнял свою миссию. Я так думаю. И что это главное, чтобы это для молодых поколений сейчас вот этот проект останется как память. Фотографом выставки стал Сергей Новоселов, который на протяжении года работал над проектом. Его цель – показать тех, кто хранит память о героях. Во время съемок он столкнулся с непростым моментом. Я немножко такую парадоксальную вещь скажу. Вся сложность была в простоте этой съемки. Вроде бы просто, а тем не менее все сложно.
Планируется, что на фотовыставке будет запечатлены еще большее количество семей, а также то, что она будет передвижной. Мы хотим, чтобы все посмотрели и знали в лицо не только героев специальной военной операции, но и их родных и близких, которые героически увековечивают память. Мы им очень благодарны, то, что они в таком состоянии все-таки приезжали, даже с улусов, фотографировались с семьями, с портретами своих близких. Вместе с тем в настоящее время готовится вторая выставка, которая развернется 12 июня в День России. Даяна Федорова, Семен Семенов, Якутск. Сегодня отмечается Всемирный день семей. В честь праздника в доме Арчи чествовали и провели обряд благословения для супружеских пар, которые в любви и согласии живут ровно 50 лет. Традиция поздравлять счастливые семейные пары возникла в 2022 году. Сегодня же собрались 8 семей, они поделились уникальными историями и секретами долгой совместной жизни. Несмотря на почетный возраст, супруги продолжают активно участвовать в самых разных сферах, от культуры, образования и медицины до сельского хозяйства. Воспитывают внуков, а также, как и полвека назад, горячо любят и уважают друг друга. Встретился я с ней в самолете. Вот, думал, японочка, а это якуточка. Вот с ней мы уже вместе прожили 50 лет. А мне уже 88-й год. Поэтому и детям говорю, живите дружно, чтобы никаких ссор не было, чтобы ничего, все нормально, чтобы было. Очень приятно было бы. В детской библиотеке Ленска проходит всероссийская акция «Добрые крышечки». Это российский эколого-благотворительный волонтерский проект, имеющий двойную цель – сделать наш мир чище и при этом помочь детям, которым нужна поддержка. Все подробности у Светланы Балеевой. Ленские школьники приняли активное участие в акции «Добрые крышечки». Они собирают любые крышки от пищевых напитков в пластиковых бутылках и картонных упаковках «Тетрапак». Моют их и приносят в пункты сбора в детскую библиотеку. Специально для проекта здесь были установлены контейнеры для сбора крышек. Мы собираем крышечки, чтобы природа была чище. Ведь одна крышечка может лежать на земле миллионы лет. Эти крышечки будут перерабатываться, из них сделают плитку и скамейки. Работа пошла. Ребята несут крышки в разных количествах. Кто-то немного, кто-то целыми пакетами. Даже родители и бабушки детей откликнулись на благотворительный порыв. Собирают крышки с семьями. Я собираю эти крышки просто от бутылок молока и от всяких других бутылок, чтобы прекратить загрязнение. Эти крышечки и пластик очень долго разлагаются. Поэтому эта акция была создана, чтобы собирать и утилизировать эти крышечки. Участники акции собрали уже 2 больших куля крышек и 9 5-литровых бутылей. В бутылку 5-литровую помещается 500 крышечек. Одна крышечка стоит 5 копеек, и одна 5-литровая бутылка крышек стоит 25 рублей. Мы собираем крышки, чтобы помочь детям-инвалидам и чтобы они побыстрее вылечились. Детям был интересен процесс заполнения тары, но еще больше интерес у детей вызвал рассказ сотрудников библиотеки о том, как можно переработать собранные крышки и получить вторичное сырье. А самое главное, что тонны крышек, собранные общими усилиями, могут помочь определенному человеку. Самые главные вопросы, которые сейчас интересуют наших детей, это дойдут ли наши крышечки до переработки. Ну и еще, какой вопрос задают, а сколько мы уже заработали вот на этих крышечках. Им очень важно знать, что они их собирали не просто так, и что они уже часть какой-то большой, огромной помощи. Такого рода акции призывают взрослых и детей к экологической культуре, к бережному отношению к экологии, к развитию духовно-нравственных качеств. Мы уверены, что все вместе мы сможем оказать помощь детям, а также внести свой, хоть и небольшой вклад в улучшение экологии нашего района. Светлана Балеева, Алексей Семенов, Ленск. Якутия сохраняет и расширяет меры поддержки талантливой молодежи. Выплаты для выпускников региона, набравших 100 баллов на ЕГЭ, будут продолжены и в этом году. Впервые, напомню, единовременная денежная премия в размере 100 тысяч рублей была учреждена в год столетнего юбилея Якутской АССР. С 22 по 24 годы денежные премии получили 75 школьников, набравших максимальный балл. Каждому из них была выплачена единовременная сумма в размере 100 тысяч рублей.
Летний отдых для детей – это не просто возможность для развлечений, но и важный элемент их развития и воспитания. В период проведения летней кампании этого года в Нерюнгринском районе планируется открытие 16 детских лагерей. Подробности в следующем сюжете. Из 16 летних лагерей в Нерюнгринском районе 14 будут открыты на базе общеобразовательных организаций. 1 лагерь «Мужество» и 1 лагерь в поселке Чульман. Планируемый охват обучающихся в летний период за 3 сезона – более 1700 детей. С информацией о подаче заявлений, программой лагеря, датами открытия смен родители могут ознакомиться на официальных сайтах образовательных организаций. Надеемся, что отдых в летних лагерях Нерюнгринского района пройдет весело, познавательно и с пользой для здоровья. Любимый нерюнгринцами лагерь «Мужество» откроет свои двери для детей-подростков от 7 до 15 лет включительно. Охват детей за одну смену составит 350 человек. Всего будет 2 смены, по 3 недели каждая. Все жители Нерюнгринского района с нетерпением ждут, когда начнется запись на приобретение путевки. Ждем сами с нетерпением. Думаем, что с 19 мая мы запустим форму, Яндекс.Форму, через которую родители могут записать своих детей. И далее мы уже будем приглашать каждого родителя на приобретение путевки в учреждение Дом образования, Центр развития творчества и юношества. Программы сезонов всегда насыщенные и тематические. Так, в лагере «Мужество» первая смена будет посвящена изучению традиций народов, проживающих на территории Нерюнгринского района. Вторая смена посвящена истории традиций эпоса Оланхо в честь проведения в 2025 году большого национального праздника на Нерюнгринской земле. Екатерина Павлова, Александра Цыбикова, Нерюнгри. Туризм из Владивостока в приграничный китайский город Хунчунь стал самым популярным направлением для российских туристов. Всего в нескольких часах езды на автобусе город привлекает своим уникальным сочетанием культуры, гастрономии и природы. Поездка в Хунчунь начинается с оформления необходимых документов, что благодаря упрощенным процедурам не занимает много времени. Стоимость такой поездки на 4 дня составляет около 10 тысяч рублей за человека, куда входит проживание, трансфер, виза, завтраки и страховка. Я уже несколько раз бывала в приграничных городах Китая, и в этот раз моим направлением стал город Хунчунь. Могу с уверенностью сказать, что такой формат путешествий пользуется большой популярностью во Владивостоке, как среди молодежи, так и среди семейных туристов. Я считаю, что это очень удобно и доступно. Выезжаешь ночью на автобусе, и уже утром по китайскому времени ты на месте. Поющий сухой фонтан на площади Республики в Якутске планируют запустить 1 июня. Однако он может начать работать и раньше официальной даты, если установятся благоприятные погодные условия. Напомню, площадь Республики была обновлена в рамках реализации мастер-плана Якутска. После благоустройства она стала центральным общественным пространством столицы, где проходят культурные и социальные мероприятия, включая праздники республиканского значения. Прикоснуться к прошлому. В Музее истории Якутска открылась передвижная выставка-экскурсия «Тактильный Якутск. Старинные ремесла для людей с нарушениями зрения». Подробности об экспозиции у Тимура Колмогорова. Проект ЦВФУ по созданию тактильной выставки еще в прошлом году выиграл грант Владимира Потанина. Темой экспозиции стала история быта ремесленников в Якутии 17-20 веков. Я подумала, посидела и приняла решение, что нужно сделать такой проект, который бы был развивающимся, не одноразовым. Да? Обратилась за советом региональное общество слепых. И сама я заинтересовалась тифлокомментированием. Но на что специалисты регионального отделения сказали, что им еще интересны тактильные экспонаты. Всего на выставке установили 6 копий экспонатов из фонда музея, представляющие работы кузнеца, строителя, пекаря, гончара, швеи и сапожника. Кроме этого, через QR-коды участники экскурсии могут послушать тифлокомментирование картин, с помощью которых можно ознакомиться с историей того или иного предмета. Мы очень рады, что именно такой проект практикуется впервые. Не побоюсь слова, что в музеях нашего города, нашей республики такого нету.
Есть, конечно, вот эти таблички, которые сопровождают вот именно для людей ограниченными возможностями, да. А вот потрогать, почувствовать экспонат такого еще нет. Отметим, что выставка абсолютно бесплатная для людей с нарушениями зрения. Участники экскурсии по достоинству оценили такую экспозицию и пожелали, чтобы мероприятий, нацеленных на слабовидящих и незрячих, проходило больше. Я хочу сказать, чтобы вот это было на постоянной основе, чтобы разрабатывали специальные культурные программы. Значит, вот это вот культурные мероприятия. Ну, людей же много, значит, как и энтузиастов много. Это, конечно, первый шаг, и я думаю, что в дальнейшем будет такого рода мероприятий все больше и больше. И очень хорошо, что в стране есть такие меценаты, фонды, как Владимира Потанина, Алишера Усманова, и благодаря которым реализуются такие проекты. Выставка «Тактильный Якутск» является передвижной. В планах организаторов показать ее в других районах республики. Так, в ближайшие дни экспозиция выйдет в село Бердидистях горного района, а в дальнейшем ее покажут в Нерюнгринском районе. Сама выставка будет открыта для всех желающих до 15 сентября. Тимур Калмогоров, Нюргун Старостин, Якутск. Таким увидели этот день наши корреспонденты, но я с вами прощаюсь. До встречи.